Garmoncha Do'st kanali bugun Kantukovka avuluna yo'l tutadi. Sufiya masjidine, Matur masjid onda Haydar ham Elinaning nikah to'ylari bular, nikah o'qilar. Shunda chaqirdilar Garmoncha Do'st kanalini. Sufiya masjidini ko'rsatamiz sizga do'stlar. Hakikaten kızlarıya akışlar, aklıklıdır, sağlıklıdır, yavşarıya akışlar. Doğruyu bilmeyi diyen kızlar, bilmezip de ölerek, hırkınla gelir kendime, hırkınla gelir. Doğruyu bilmeyi diyen kızlar, bilmezip de ölerek,
Всем добрый день. Değerli hürmetli konuklar var, bizden de hayırlı gün. Добрый день, selamun aleyküm ve ittiba'l-huda. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu qawli amma ba'd. La havle ve la kuvvete illa billah. Инде церемонии никаха Айдара и Элины объявляется открытым. В начале никаха хотел бы ознакомить с условиями никаха. Первое условие – это их благословение опекуна. Девочку должны, если что, выдавать, она не может выходить сама. Если девочка выходит сама, она выходит не по праву. Выдает у нас первое лицо, это отец. В конце слова дадим, Лазим Гундрабик обусловит. Второй шахидейни, обряд никаха должен быть публичным, открытым, все должны видеть и слышать этот обряд. Все те, кто здесь сидят и стоят, в принципе, все у нас свидетели, и чем больше народу, тем больше ответственности. В-третьих, чтобы никак не хромал, чтобы никак был полноценным, здоровым и крепким, муж должен закрепить свой никак брачным данным. У тебя на руках я вижу, да? И в-четвертых, никак считается верующим, мусульманом, или, скажем так, единобожником. Слово единобожник, знаете, мы? На слово единобожник, по-казахски или по-башкирски. Бір Аллахлы кіші единобожник. Куп Аллахлы числа, куп Аллахлы многобожник, а язычник говорит. Инде от неверности жены. Потом узнавали хайда. Быть замужем, ты права. Теоретически ты права. Да. Алина права. Говорит, мое место замужем. Какие же обязанности у жены дегенда? Первое – это хранить домашний очаг. Хранительница очага. Кто-то сказал, там на кухне, не только на кухне, в целом дома. Иным ушаром соплов. Если у мужа место на улице, в принципе, можно сказать, да? Полжизни на улице. Утром уходит, вечером возвращается. Если поделить, это примерно полжизни на улице. Это нормально. А у жены как раз таки все наоборот. Иным ушаром соплов. Это основа. Во-вторых, экономить имущество мужа. Муж обязан быть щедрым, а жена обязана экономить имущество мужа. А у меня муж обязан быть щедрым, так нельзя каждый день опустошать карточки или кошельки мужа. Жена обязана экономить, а муж со своей стороны обязан быть щедрым. Вот эту вот середину, золотую середину найдите сами. Во-вторых, также муж обязан воспитывать свою семью духовно-нравственным воспитанием. Вот жена воспитывает детей. Она в ответе за детей. А муж в ответе за кого? За всех, за всю свою семью. Если жена, она в ответе только за детей, да? Жена не в ответе за муж. Имеется в виду пердала. Но зато муж, он в ответе. И за жену, и за детей. Поэтому муж обязан воспитывать свою семью духовно, нравственным воспитанием. И комплименты говори, Айдар, и подарки дай. Нужно ли, надо быть и построить. Все ради блага твоей семьи. Он же думает. Муж обязан содержать семью, воспитывать духовно свою семью. Также муж обязан защищать свою семью. И морально, и физически. В любой момент Айдар обязан принимать удар только на себя. В-четвертых, муж обязан быть щедрым по отношению к жене. Муж обязан быть каким? Обязан быть щедрым по отношению к жене. Bir kişi özünün kadınına karatan indi bulurga deyifti. Yumart bulurga deyifti. Можно? Ну и в-пятых, муж обязан благочестиво обходиться с женой. Хорошо обходиться. Есть настроение у тебя или нет настроения, или испортили настроение тебе. Муж в любом случае обязан благочестиво обходиться с женой. Обеспечь свою семью материально, воспитывай духовно, защити свою семью, будь щедрым по отношению к жене и благочестиво обходить с женой. Да. Жена обязана быть покорной мужу. Вот сегодня вы вдвоем. Сегодня, внимание можно сказать только друг другу.
Но всегда вдвоем не будете. Будете однажды втроем, четвером, пятером, может даже больше, кто появится. Дети появляются, Виталий Шагашкин, наверное. Вот когда дети появляются, Элина, вот тогда уделяйте внимание мужу. Не делайте детей себе Господом. Балаларны өзіңізге патша ашламаңыз. Патша кім болырға деп ойлады? Муж. Вообще-то муж. Вообще-то. А вот у нас вот взрослые не дадут соврать. Раньше как было? Раньше слово отца было законом. Раньше так и было. Капризы детей это было вообще как бы это никакой роли не играло. Там капризничать, не капризничать. Если отец сказал, тому и бывает. Слово отца было законом. А сегодня я вижу как раз таки все наоборот. Капризы детей стало законом уже для родителей. Родители, да, в особенности матеря, выполняют капризы своих детей. Даже слово мужа, еще как бы видят политику детей. Элина, ну, уже забегая вперед, да, еще раз повторяюсь, жена обязана быть покорной своему мужу. Слово мужа должно быть выше, чем капризы детей. Другими словами, еще раз, не делайте детей себе Господом. Балаларны өзіңізге патша ашламаңыз. Если уже сказать третьим словом, да, жена обязана вести политику мужа в семейной жизни. Если муж запретил ребенку что-то, жена не вправе разрешить. Если муж запретил ребенку, ну, увидел опасность какую-то, да, и запретил. Если жена разрешила то, что муж запретил, это хорошо. Это какой-то. Будьте осторожны. Ирне, ири души, да, ирне хоры души, да, кем ты? Ол хатынды. Ол сізден тұрады. У кого-то лица будут сиять в тот день, а у кого-то лица почернеют в этот день, да, называется День Великого Суда, судный день. У этого дня есть признаки. Есть много признаков, большие признаки, малые признаки. Пока еще идут малые признаки. Большие признаки, говорит, бусы. Ясно, бусы на седло, бусы. То есть рыбки С, вот если бусы, если порвется, то бусинки, они быстро попадают. Вот говорит, если один большой признак случится, остальные, как все, как бусинки попадают сразу одни за другими. Быстро вверх будет. Пока идут малые признаки. Один из малых признаков судного дня — количество женщин увеличится, а количество мужчин уменьшится. Хатынларның соны орта, ерлердің соны кемейді. Шул хатын арталарды хатындар. 50 хатынға бір вали болады. До такой степени их станет много, да, что на 50 женщин приходится один опекун. Вот такое соотношение. На 50 женщин мужчина, вот, примерно вот так. Вот поэтому, Елена, жена должна гораздо лучше обходиться с мужем. Вот тебе повезло, можно сказать, ты успела выйти замуж. А после тебя 49 девушек уже остались без мужа. А у нас удобно? Ну, если 50 к одному стоит, ладно, да? Вообще-то, как то устроил. Там дрожжа, а там просто устроил. Вот ты успела выйти замуж, Елена. Поэтому благодаря Аллаху и обходись с мужем лучше, чем он с тобой. Вот раньше я как-то слышал, обращались к мужу, не обижай ее никогда не поймешь. Ну, я бы сказал, наверное, в ту сторону. Не обижайте. Не пилите особо. Başına şamar senin. Alır kolay da Elini yapmak ateşi была ради кого?
Радиковой выходите с предложением. Я, Радик, по отчеству, свою дочь Эльвину выдал замуж за Айдара Галинуровича. Инда Айдар, ты отвечаешь на это предложение, если принимаешь Эльвину, говоришь, я, Айдар Галинурович, взял в жены Эльвину Радиковну по доброй воле. Дарина? Эльвина, если будет молча сидеть, или смеяться, или плакать, или улыбаться, согласны. Остальные говорят, мы услышали, вы видели свидетельство. Это два собственных сторон, заключайте ваш здоровый договор. Вторая графа, потом это Я, Радик Мильгаевич, отдаю свою дочь Елену Радиковну, тебе я дам Еленович. Я, Хасанов Айдар Гульнурович, взял в жену нашу дочь Елену Радиковну по доброй воле. Elini anladın mı seni dediler? Aramızda işittik mi, gördük mü, sen hiç yapılamaz mı? Yok, kulağınızı kısırsanız bu multi pazardır bu. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لكم أسمرك نتاب أشترك شبزجاء أيدار غالينور أولو بلان إلين أراجيك خزنا نكاحكم Ushbu kishimizning nikohlarini davomli qilib, o'zlarining inday ko'ngil yuraklarida inday izgirliklari bo'lsa, shu fikrini qabul aylab, tanlarına sog'lik, salomatlik, xayrli turmush, tavfiq, hidoyat, baxt berib, Allohning Rabbim haq qo'llaridan bo'lib, qo'shqonlarini o'taqqiganlaridan qilib, o'shalarni nasib eylesayding. Kelajak kunlarida indalarga ushbu dunyoda ezgu sabab bolalar islom dinida, Alloh yo'lida tarbiyalab o'stirlarni nasib eylab, o'rinlarini jannatlarda qilsayding. Barakallohu lakuma va baraka alaykuma va jama'a baynakuma fil khayr. Allohumma kfini bi halalika wa haramika wa aghnini bi fadlika wa man siwak. Allahumma ja'alna мудрым, пусть Allah совершит благословение вашника. Да, Алина, вы теперь можете знать, может закрепить свой
Nikah своим брачным даром. Neden gelir? Öyle, замуж mı bulan? Yaxşı. Aylar yaxınlara gidelim. Sizin için kızlarımı kabul ederiz. Sizi yatırıyoruz. Tavsiye kızlara sağlık. Emanlıktan atlasın. Adres yapın. Родители, можете поздравить ваших детей. Спасибо большое. Богом свидетелей. Мир ötürü Nikah meclislerini yapıp gözlemleyeceğiz. Barımızda da televizyon şirketleri sağlık, eminlik. Dünya ahiret vakitlerin Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lekuma ve baraka aleykuma ve cema'a beynekuma fil hayr. Allahümme kfini bi halalike ve haramike ve ahrenini bi fadlike ve men sivak bi rahmetike ya rahmetike.
Thank you.